Всем привет, друзья, и добро пожаловать в Могилев. И у нас матч тура, вот и был уже так объявлен матч тура в высшей лиге, у нас в Макслайн женской лиге, собственно, игра тоже, которую можно назвать одной из интереснейших в первую часть чемпионата. Что удивительно, это противостояние Динамо, БГУ ФК и Минска, противостояние Динамо, БГУ ФК и Могилевского Днепра. Днепр, команда, которая периодически, кстати, команду Юрия Малеева кусает. Давайте тогда, собственно, и смотреть за развитием этой встречи. Вот вашему вниманию как раз-таки судейская бригада, которая сегодня будет обслуживать эту встречу. Иван Пугачев, Исмаилевич, главный судья, его помощники Александр Шараева из Витебска и Маргарита Мируца. Также из этого города четвертый арбитр Елена Ильюшина из Могилева, инспектор матча Сергей Гуща из Минска. Нашему вниманию стартовый состав Динамо, БГУ ФК: Екатерина Ковальчук, номер 12 в воротах сегодня у чемпионок, Алина Черленок, номер 4, Ольга Капыша, номер 8, Анна Синявская, 10, Дарья Манюкова, 17, Зарина Капустина, 21, Анна Пилипенко, 22, капитан команды, Эмманьюле, номер 34, Алина Хорощак, 49, Дарья Горшкова, номер 95, и Эми, номер 99, главный тренер команды Юрий Малеев. У Днепра, вашему вниманию, в графическом варианте состав этой команды: Влада Головатенко, прошу прощения, да, номер 12, и номер 9 Дарья Барбаренко. Далее это уже полевые футболистки: Алина Конева, 11, Алина Скиден, 16, Татьяна Нестюкович, 17, Валентина Капункина, 18, Дарья Дашкова, 19, Елизавета Пинчук, 22, Юлия Железникова, 23, Яна Венкевич, 33, Яна Домин, 99, главный тренер Днепра Михаил Соболев. И мы начали эту встречу, друзья. Давайте смотреть за ходом этого противостояния. Тем более у нас тут болельщики в чате уже хотят, чтобы Анна Пилипенко стала женой. Ну, я скажу так, претенденты, наверное, на Анну имеются и так. Ну а пока же аут в пользу Могилевского Днепра. И перехват от Динамо БГУ. Ну, собственно, Динамо БГУ ФК все победы в этом сезоне. 18 очков. У Могилевского Днепра 2 ничьи. Ну и, конечно же, напоминаем, что партнер женской лиги компания Макслайн. 22% на все пополнения действует. Это интересное предложение. Собственно, от титульного спонсора женского чемпионата. Это генеральный партнер женской лиги, компания Макслайн. Пока же Ковальчук с мячом. Динамо Минск, Динамо БГУ ФК. Собственно, у нас чемпион Беларуси уже который год. В прошлом сезоне, помним, да, эта борьба завершилась золотой встречей. Ну, теперь Минск подостал чутка, и как раз таки Днепр один из претендентов. Так же, как и Витебск, который вот эти встречи, собственно,
между собой проводит. Здесь удар по воротам, собственно. С Витебском еще не играли девчата Юрия Малеева, а здесь Головатенко будет вводить от ворот. С Минском уже провели встречу победа 2-1. Победа также в Суперкубке страны была. Ну, в общем-то, все неплохо. У Юрия Малеева, да, в прошлом году пришлось понервничать, теперь чутка полегче стало. Посмотрим, как здесь Днепром будет. Заброс вперед. Соперник серьезный. Мне кажется, легкой встречи не будет для чемпионок страны. Перевод от Ковальчук направо. Здесь встретилась Синьоле. Назад. Ковальчук возвращает мяч. Ну и между собой Динамо Богушка. Пытается начать свою атаку. Собственно, мяч прилетает Головатенко. Смотрим. Заброс вперед. Последовал в этом эпизоде. Ну и пока проход по правому краю. Синявская сумела опередить. Подача. Ну, мяч опускается на сетку сверху. Здесь так провисла сетка, собственно. Помогает Bull Girl, наверное, так можно назвать. Здесь Головатенко мяч вести. Короткий розыгрыш от Днепра. Михаил Соболев довольно опытный специалист. Уже сколько лет он не потренирует. И под его руководством команда все-таки довольно высоко идет. Заброс вперед. Хорошая попытка. Понятно, что сменений довольно серьезная потеря. Житко, который в прошлом году настреляла 35 мячей в составе команды. Это серьезная, конечно, потеря, но сама же она пытается проявить себя в чемпионате России за Казанский Рубин. Правда, пока там все-таки голами еще отличиться не сумел. Днепр. Из-за боковой линии. Подача пошла в штрафную от Барбаренко. Подбор за Днепром. Пинчук. Ну, здесь не точно получилось. Ну, у нас пока Екатерина Ковальчук будет, по всей видимости, выносить вперед. Не короткий розыгрыш. Подбор за Днепром. После этого выноса хорошая попытка может возникнуть. Железникова. Подача от Барбаренко. Ковальчук спокойно поймает этот мяч. Никаких проблем у голкипера Динамо БГУФК не возникло. Барбаренко. Налево. Неплохая попытка. Назад. Ну, здесь нужно внимательно действовать. Владимир Головатенко ошибается по итогу Днепр в своей же штрафной площади. Перевод. Головатенко забирает этот мяч. И там, конечно, Эмуджи или Эми могла отличаться. Эмуджи нигерийская. Легионерка. Ну, сложно произносимые фамилию, поэтому как бы все договорились. Это Эми Пилипенко. Удар с дальней дистанции. Вот это сейв от Влады Головатенко.
Уже 2 спасения, да. Сама как бы первый момент привезла, а теперь уже вступает в игру голкипер Могилевского Днепра из России. Она прибыла. Ну и давайте смотреть. Ну, кстати, в запасе у Динамо БГУФК Анна Залетова, которая как раз таки за Днепр выступала ранее. Подача. Удар по воротам. Это Ньоле. Ну и звучит свисток от арбитра. Это Ньоле. Ну и что, мам? Короткий розыгрыш от Днепра. Высокий прессинг от Динамо работает. Ну еще, да, понимаем, что здесь есть такая вероятность, что мяч может улететь вверх, и тоже тогда аут должен быть. Но это, конечно, в начале мая даже интересно видеть, почему именно Днепр решил сыграть в манеже. Ну, наверное, есть на это свои причины. Ну и снова прессинг хороший от чемпионок. Передача в центр. С мячом Динамо БГУФК. Заброс на границу штрафной площади. Слева. Подбор остается за гостями. Вынос в исполнении Юлии Железниковой. Опытнейшая футболистка. Сколько лет уже играет в белорусском женском футболе. Ну и аут в пользу Динамо БГУФК. Заброс от Ньоле. Подбор остается за Черленок. Передача назад. Конечно, да, привыкаем к новому центру обороны. Горшкова вместе с Манюковой расположились, да, уже нету той привычной, да и пары, которая была в предыдущем чемпионате. Подбор за футболистками Динамо БГУФК. Аут будет. Которая была Капыша. Ну, вспоминаем, да, что и Ситникова, и Слесарчук. Слесарчик, прошу прощения, конечно же, да. Немного про другого Слесарчука мысли сегодня были. Пилипенко назад. Отдает передачу. Пошла подача в штрафную. Снова же отбивается хозяйская команда. Это Бенкевич. Нету и Шупо, нету и Анны Сас. В общем, конечно, состав пришлось очень серьезно перекраивать, но это при этом не повлияло на команду Юрия Малеева на старте чемпионата. Отбор вновь за гостями. Горшкова. Левым краем нас так развивалось. Теперь перевод противоположный. Ньоле там. Вновь появились легионеры в составе Динамо БГУФК. И чаще всего они как раз таки из Центральной Африки оказывается в этой команде. Аут в пользу Днепра. Вынос. Пошел. Подбор. Задний. Динамо Бговк. Йоле. Не бежит, просто мяч дает на Эми. Добьет выше. Хорошая попытка. Не будет разыгрывать от ворот. Могилевский Днепр. Аут. Мяч улетает за пределы поля.
Перевод, ну, здесь, казалось, мяч с ноги сорвался, но Даньюли дошел и нашел, собственно, Синявская. Получила довольно болезненно. Юлия, назад. И на Ковальчук отыгрывают игроки Динамо БГУ ФК. Но не так все радужно пока на старте. Как бы не удается дежурные 3 за первые 15 минут положить. Заброс вперед. На мяч в аут улетает. Снова с боковой линии. Да, тут, конечно, пока на паузе игра разбивается. Снова назад отыгрывают футболистки Динамо. Ну и отлично здесь Барбаренко в борьбу уступает. Подбор остается за Железниковой. Барбаренко левым краем. Под левую ногу себе. Передача в штрафную Ньюли заблокировала. По итогу этот пас и будет аут в пользу Могилевского Днепра. Ну, все-таки пытаются как-то могилевчанки навязывать контр-игру. Барбаренко вновь. Подача. Ковальчук уверенно забирает мяч на ближней штанге и сразу вперед. Там можно попытаться найти Эми, а мяч ее сам просто ищет. Буквально вынос. Аут. Синявская. Остается подбор за Динамо Бгувк. По итогу дальше пытается максимально на вынос действовать Яна Бенкевич. Синявская. Пас назад. Ну и полетела вперед атака Днепра. Есть возможность у Яны Домин сбегать вперед, но ее тут опережают. По итогу и снова мяч как будто бы липнет к футболисткам хозяев. Отличная передача Нестюкович. Врывается в штрафную площадь. Падение. Молчит Иван Пугачев. И его свисток также. Ну а от ворот будет Ковальчук исполнять. Снова аут, но на сей раз в пользу Днепра. Барбаренко. Ищет варианты. Валерия. Теперь через левую ногу, да, вот. Пыталась касание забросить вперед. Заброс вперед. Барбаренко выносит. Да, в чате, как всегда, актив по одной и той же теме. Да, тоталы, не тоталы. Друзья, ну, футбол же не только про голы. И не только по их количеству с половинками, да. Он еще и про страсть, про эмоции. Пока их нет. Поэтому 0-0 у нас после 16 минут этой встречи. Ну и, конечно же, обращаем ваше внимание, что программа «Свой футбол» на YouTube-канале АБФФ выходит не только во вторник, обычно, да, вот, во вторник, понедельник. Смотрите за выпусками в ближайшем выпуске программы. Ждите интервью с Андреем Лебедевым,
собственно, защитником Новополоцкого Нафтана. И, кстати говоря, да, в ближайшее время уже планируется и сюжеты про женский футбол и женский чемпионат. Собственно, обратим и на его внимание, думаю, потому что в следующем году уже есть требования, что каждая команда чемпионата Беларуси должна иметь в своем составе женский коллектив. Ну, Днепр и Динамо Богув, Динамо Минск в данном случае это вообще никак не волнует. Капункин. Направо, Домин. Против Капустиной. Домин. Мяч наступил, остановилась. Капустина жестко. Жестко сыграла. Зарина. Вот в пользу Днепра. Подбор за хозяйками. Ну, дальше не получилось такое развить. Ну, скажу так, что все-таки повеселее. Я начал смотреться во вторую 10-минутку. Начали поддавливать. Соболев там всех своих подбадривает и вынуждают могилевчанки ошибиться на Зарину Капустину. А теперь уже аут в пользу Динамо Бгув. Хорощак направо. Синявская разгоняет атаку. Хорощак не успевает здесь. Спокойно Конева отдает на Головатенко. Вверх Заньоле остается. Горшкова. Назад. Ковальчук. Перевод налево. Да, зрячий здесь получилось. Удается он побороться. Нет, не Зарин, Капустин. Капыша. Капыша молодец. Здесь Ольга и сумела. Борьбу навязать. И, ну, пока такой немножко непонятный вообще такой футбольный эпизод, да, как было, знаете, такой видос 20 худших секунд в истории футбола, так и здесь не очень понятно, что вообще, где мяч находился. А по итогу вообще показывает Иван Пугачев, что будет угловой. По эпизоду там был рикошет от футболиста Днепра. Подача. На дальнюю. Удар от Нюле. Хорошая попытка. Прямо в голову, главное, пошло. То есть было пространство. Все, чтобы разбежаться, пробить. Но все-таки не удалось подстроиться должным образом. Чтобы так лбом, а не темечком, да, именно пробить. Передача направо. Разыгрывает Днепр на коротке. И, главное, не отходит от этого принципа, что может вызывать только восхищение. Аут. Кто-то попал в какой-то из мачт, по всей видимости. Ну, а тут уже какие-то претензии Михаила Соболева к арбитрам. Не очень получилось, конечно, мяч вести сейчас у хозяек. Пас назад. Барбаренко в борьбу против Ньоле. Мяч останется за Синявской. Фланг Ньоле предоставлен. Мяч улетает в аут. Куаджа. И еще там передачу можно делать на Северова. Куаджа. Оставаться. Ну вот как мы видим, Игорь Анатольевич Слесарчук поменял. Неплохо разыграли. Футболистки Днепра. Нестюкович назад. Направо. Ну и перехват от Манюковой. Ну и удается зацепиться Эми против двоих. Ну, конечно, она мощная. И здесь только в аут. Вбивать в данном случае вообще на угловой. Линии Коневой.
И смотрим за исполнением этого углового. Подача на дальнюю. Снова на Ньоле. Там она оказалась совсем недалеко. Бенкевич не получилось вынести. Нестюкович. Потеря. Это подкат. И мяч остается за Днепром. Ну и тут два мяча аж оказывается. Гол. Знаете, да, вот по-вратарски, да не очень правильно на мяч в воротах оставлять. Да и вот, с точки зрения правил, очень всегда такой момент. Вот, с точки зрения суеверий. Нехороший, да, когда мяч вот в воротах в любом случае побывал. Юля. В середину Эми. Выносит мяч Днепр. Подбор остается за Нестюкович. Длинный перевод вперед. Хорошая попытка. Домин бежит до конца по правому флангу. Против нее сразу двое. Падает здесь Яна. И не получается. Должным образом. У Днепра все-таки атаку именно до удара довести. Аут. Юлия. Динамо БГУФК. Отдает передачу на Ковальчук. Здесь Дарья Горшкова. Вновь на Юле. Заброс вперед. Подбор за Черленок. Налево. Вот хотелось бы в деле увидеть тоже Анну Пилипенко почаще. Был у нее один удар. И получает Яна Домин мяч. Здесь прессинг со стороны Зарины Капустиной. Подача в штрафную. Вновь Ковальчук. Ну, скажу так, все-таки в этой игре Ковальчук даже за 25 минут больше в деле и в нашем кадре, чем за предыдущие, наверное, все матчи. Ну, кроме Минска. Да, там и пропустила. Получает по ногам Синявская. Бежит до конца Эми. Ну, а Юлия отдает на Эми. Достает корпус. И вновь аут. Юлия. Назад. Горшкова. Перевод направо. Юлия. Барбаренко по итогу. Ну да. Ну, хотелось бы, конечно, да, и увидеть Эми, собственно, больше остроты. Все-таки у нее в карьере были голы в ворота Барселоны. Это серьезная строчка в биографии. Белшиня сумела дважды забить Динамо Брест и Минску. Ну, что важно, собственно, забить Минску.
этом противостоянии. Ну, до этого, кстати, выступала, да, в чемпионате Беларуси. За как раз-таки Минск. В 2020 году это было давным-давно и вновь вернулось в нашу страну. Передача вперед. А вот здесь Синявская неплохо борьбу вступает. Вынос. Головатенко. Вот в пользу Динамо Бугуф. Хорощак. Ньоле. На Эми. Та поборолась. Пробила прямо в лицо Железниковой. И свисток от арбитра прозвучал. В деле Иван Пугачев. Штрафной в пользу гостей. Ну и смотрим за исполнением этого стандарта от минчанок. Капыша. Подача. Не самая удачная по итогу, но заработали угловой, что тоже неплохо. Будет исполнять Алина Черленок. Ну и давайте смотреть. За исполнением этого стандарта пошла подача на дальнюю. Отбивается Днепр. Подбор за Барбаренко. Но не получилось передача аут. Но это лишь малое из того, что можно было извлечь в этой контратаке. А с Динамо БГУФК нужно стараться каждый эпизод реализовывать. Ну и на свисток. Штрафной. Показывает Иван Пугачев. Ну и хороший проход через центр. Вот в пользу Днепра. Пункина. Развернулась. Железникова. Стянула на себя нескольких оппоненток и отдала на фланг. Но там все закрыто как раз-таки Ольгой Капышей. Вновь аут. Днепр вперед вводит. Назад на Ковальчук пошла передача. Черленок назад. Пошла передача вперед. Эми пытается зацепиться. Разобралась очень неплохо. Яна Бенкевич. Аут снова. Ну, удается Эми выцепить мяч. Хорощак. Передача Эми на свободном пространстве. Положение вне игры оказывается. В этом эпизоде Эмоджи. Угбекбекфа. Вха, точнее. Один раз точно нужно правильно произнести эту фамилию за трансляцию, иначе эфир пройдет зря. Аут. На Ковальчук пошел пас. Налево перевод. Нарушение правил. Пока без предупреждения обходится Иван Пугачев. Но вот
Прямо в центре поля. Фол. 32-я минута подходит к концу. 0-0 у нас пока. И еще один свисток. Ну, на этот раз из-за нарушения правил со стороны MUG. Будет Днепр разыгрывать этот свободный удар. Хорошее развитие атаки Капункина. Потеря. Здесь подкат. Ну вот не хватает все-таки, да, вот точности в передачах футболисткам Днепра, чтобы по итогу опасный момент у ворот Екатерины Ковальчук создать. Через центр. Есть варианты у Динамо. Заброс Ньоле приняла, но обработать не сумела. Мудже. Липенко. Ваут. Убивает Яна Бенкевич. Да, Ковальчук. Пошел пас. Ковальчук. Собственно, забросом ОJ выигрывает вверх Пилипенко. Удар, вот он, и, знаете, у него мяч такой радиоуправляемый. Все равно, даже под давлением, может, не так удачно пробило, ну, было довольно близко к воротам. Но вот Головатенко минут 20 уже мы тоже не вспоминали. Как-то вот игра совсем идет без ворот. Все в центре с перепасовками. Или в аут. Ну и давайте смотреть. Может быть, сейчас получится атака у Днепра, нас. Ну, это подбор за Динамо. Хорошак. Отыграл направо. Не получилось у Синявской забрать мяч себе. Не было нарушения правил. Или все-таки было? Железникова. Таки попала в оппонентку. Разыгрывает Днепр на коротке. Конева налево отдала Барбаренко. Сразу штрафную подача. Довольно неплохая. Подбор. Есть возможность для удара поворотом через себя. Алина Скидан. Вот это было опасно, действительно. И какая подача получилась. Ковальчук будет вперед выносить. Выносит голкипер Динамо Бговк. Еще одна попытка сыграть в крышу манежа. Но, видимо, кто-то сегодня точно будет попадать в нее. Заброс вперед. Пытается там, я на доме, в борьбу вступить. Снова подбор за Днепром. И заброс
Ближе к штрафной площади. Немного не хватает, хотя подбор-то все равно за Нестюкович. Остается Нестюкович, ближе к воротам двигается. Все в рамках правил отбирает Динамо. Но тут уже с последних сил пришлось отбиваться. Подбор за Железниковой успеха не имел. Нарушение правил на МГ. И у нас 38-я минута. На этой встрече 0-0. Заброс вперед. МГ. Мяч приняла. Получилось же поворотом пробить. Выносит Днепр. Ньоле. Хрощак. Ньоле направо. Нет, он оттесняет Нестюкович. Ну, так продолжается Ньоле. Подача. МГ. Удар. И Головатенко выручает. Вот это опасный момент уже со стороны Динамо БГУФК. И тут нужно Нестюкович все-таки помочь. Надо получил болезненный удар. Ну, конечно, да, претензии со стороны болельщиков Днепра, что, мол, изначально там был фол на 17-м номере Днепра. Ну, им пока же помощь оказывают. Все-таки помощь 17-му номеру Днепра. Нестюкович вынужден на поле покинуть. Мы смотрим за подачей этого углового. На ближнюю штангу мяч улетает. Далеко-далеко. И по итогу разыгрывает Днепр на коротке. Нестюкович, очень интересно, вернулась на поле или нет. Заброс вперед по флангу. Подбор по итогу за гостями. Нарушение правил. В этом эпизоде 35 минут до завершения первого тайма. Синявская против Барбаренко. Аут в пользу Динамо БГУФК. Выбрасывание с боковой. Дается ему Джету протиснуться, но не заработала она угловой. Или все-таки заработала. Нет, показывает Пугачев на угол поля. Подача на дальнюю. Еще один подбор за МГ. Еще один угловой заработает, по видимости. Не смотрим. Давайте смотреть. Подача на дальнюю, вынос из штрафной площади.
Еще один перевод. Положение вне игры там зафиксировано в этом эпизоде. Передача вперед. Пас по правому краю. Хорошая попытка. Здесь от Днепра еще один пас на Железникову. Если бы он дошел, могла бы завершать 23-й номер Днепра. Ну и давайте смотреть. За этим угловым уже от Днепра на дальнюю Нестюкович. И тут совсем немного не хватает, на самом деле. Отбивается усилиями Черленок Динамо Бговк. Ну и давайте смотреть. За этим исполнением стандарта пошла подача на ближнюю штангу. Это удар был? Да, по всей видимости. И претендует на еще один угловой в риске. Днепра. Давайте смотрим на предыдущий стандарт. Ну и уже подача. Ну, трудно лично мне определить, что же там было. Наброс вперед. Заключительная минута основного времени. Бросание за боковой. Вот Днепра. Передача неплохая. Аут в пользу гостей. Быстренько выводить этот мяч надо. Времени немного остается. Ковальчук. Ну, просто что еще компенсирует арбитр. 1 минута компенсирована. Ковальчук. Ищет варианты. Высоко очень выходит. Передача направо. Ньоле. Мяч остается за Динамо Бговк. Ну, справляется полузащита Днепра. Нестюкович подавливает Горшкова до конца. Нестюкович против Горшковой. Развернулась. Неплохо. Не удается здесь пройти Синявской. Бросание из боковой линии. Прессингует Днепр активно. Не сдается ни в коем случае. Ньоле. Не Ньоле, это Эмуадже. Да, тут получила очень болезненно. Пилипенко налево. Пас Залетова. Прошу прощения, Капустина, конечно же, да. Вспомнил про голкипера Динамо Бговка. Это уже Влада Головатенко. 0-0, друзья, у нас после первого тайма в игре между Днепром и Динамо БГУФК. Перерыв. У нас 15 минут есть на то, чтобы отдохнуть.
Что ж, друзья, возвращаемся мы на второй тайм матча между Днепром и Динамо БГУ ФК. После первой половины этой встречи у нас счет 0-0 без забитых мячей. Первые 45 минут прошли, ну и ждем свистка от Ивана Пугачева, который начнет вторую половину. Он это и сделал, а у нас Дарья Дашкова эту вторую половину как раз-таки своим ударом начала. Давайте тогда с состава Динамо БГУ ФК начнем. Традиционно с гостей. Екатерина Ковальчук, номер 12, Алина Черленок. 4-я Ольга Капуша. 8-я Анна Синявская. 10-я Дарья Манюкова. 17-я Зарина Капустина. 21-я Анна Пилипенко. 22-я Эмма Ньоле. 34-я Алина Хорощак. 49-я Дарья Горшкова. 95-я и МЭДЖ номер 99-я. И главный тренер Динамо БГУ ФК Юрий Балеев. У Днепра Влада Головатенко. Вот как раз она сейчас с мячом номер 12 в воротах. Валерия Барбаренко 9-я, Алина Конева 11-я, Алина Скидан 16-я, Татьяна Нестюкович 17-я, Валентина Капункина 18-я, Дарья Дашкова 19-я, Елизавета Пинчук 22-я, Юлия Железникова 23-я, Яна Бенкевич 33-я, Яна Домин номер 99-я, главный тренер Днепра Михаил Соболев. Атака от гостей. Зарина Капустина по левому краю. Подбор остается за чемпионками. По ногам тут Капуша получила. И вновь у нас аут в пользу Днепра. Капустина. Хорощак в центр. Пилипенко. Мячом двигается Анна. На правый фланг перевод. Ньоле разрезает. Ну и напоминаем, что генеральный партнер женской лиги, букмекерская компания Макслай. У нашего партнера букмекерская компания Макслай действует интересное предложение 22% на все пополнения. Хорощак. Передача пошла на МЭДЖ. В середину вырезала Капункина на подборе. Направо. Остается мяч у Днепра. Ну и высокий прессинг работает у Динамо БГУ ФК. Аут. Капустина. Передача назад. Манюкова. Хорощак. Вбивается Днепр. Ну и пока. Пошел вынос. Вот Ковальчук в центр. Дается мяч сохранить. Вновь на Манюкову. Но мяч скакивает в аут. Пошел вынос вперед. Ну и дальше. Ну, у нас нарушение правил, мяч у Днепра. Разыгрывает мяч Днепр. Пас назад, нарушение правил в этом эпизоде. Будет разыгрывать Динамо БГУ ФК. Манюкова.
Дает на Ковальчук. Заброс. Ближе к штрафной площади. Подбор за Капустину. Красиво было сыграно. Манюкова. Здесь обработать не получилось. Хорощак. Направо. Ньоле. Хорощак есть в качестве варианта. Ньоле пошла сама Пилипенко. Передача. Заброс от Капустиной. Удар головой от Синявской. И Влад Головатенко в игре мяч забирает. Вводит довольно долго мяч. Голкипер Днепра, ну тут уже аут. Домин. Удается остановить Дашковой. Манюкова. Под себя убирает. Капыша. В Капыша. Хороший пас на Пилипенко. Подбор за Днепром. Пинчук. Головатенко рискованно, но уверенно играет голкипер. Ковальчук высоко поднимается. Вынос. Снова мяч за Динамо БГУ ФК. Через рикошет. В аут выбивает Зарина Капустина. В середину перевод пошел. И фланг у Капыши есть. Однако там все контролирует Яна Бенкевич. В аут выбивает. Не удается здесь убежать все-таки Днепру. Но хотя главное, что мяч сохранили. По итогу этого эпизода. Аут в пользу Днепра. Как его итог? Ну и дальше. Ну и снова вбрасывание из боковой. Зарина Капустина исполнит. Подбор за Днепром. Есть левый край. Пошла передача сразу. Станислюкович-то не поверила, что мяч к ней может прилететь. Она-то дернулась сама-то. Уже начала высказывать, и мяч к ней прямо в ноги прилетает. Да, совсем уже выключилась из эпизода. Забавный момент. В этом эпизоде. Ну, удается поставить корпусу МЭДЖ. Но подбор за Эми. Налево передача Капыша на свободном пространстве. Капыша. Удар в ближний угол. Отражает Головатенко. Отличная возможность была в этом эпизоде. Ну и давайте смотреть. 55-я минута. Пошла подача на дальнюю. Головатенко убивает в аут. Еще одна попытка. ММДЖ.
Мяч отскакивает. Черленок бьет выше. По итогу... Но мы давайте посмотрим на этот эпизод. Заброс. Головатенко. Вынос ближе к середине. Капышев. В середине действует уверенно Динамо, но там много соперниц было. Хороший перевод. Ну и попытка сыграть сразу в направлении Яны Домин. Заброс Манюкова. Домин начинает ее поддавливать. Горшкова. Налево пас. Есть возможность быстренько не просбегать в атаку. Капункина. Нет, не вышло. За мяч зацепиться. Но в надежде на ошибку соперника можно там все-таки на второй... На половине соперниц постоять. Все-таки... Пас направо. И туда Капункину в борьбу. Капункина ее выиграла. И отворот по итогу все равно. Скидан отдавал, может, не очень удачно. Все-таки. Ну и давайте смотреть. Снова Скидан. В деле. Пошел вынос. Аут. Зарин Капустина. Бросание за боковой. Мэджи. Пинкевич. Пинкевич. Аут еще заработает для своей команды. Явно должен быть аут за Днепром. Там было касание. Тут, конечно, с арбитром нельзя согласиться. Касание Мэджи было. Такое потом явное. Подбор за Днепром. Хорошая передача. Ташкова падает. Нарушение правил. Назад. Головатенко. Сыграл. Тут перевод далеко не самый удачный. Но главное, удалось зацепиться за этот мяч в середине, не позволив свободную зону использовать футболисткам Динамо Псковск. Но подбор за гостями остается. Хорощак получает пространство. Хорощак. Капустина. Подача. Пилипенко. Головой Мэджи. Направо. Синявская пыталась обыграть здесь. Хотя, ну вот, как будто бы удара не хватило этому эпизоду. Головатенко забирает. Ну и, конечно же, да, напоминаем, что программа «Свой футбол» на YouTube-канале АБФФ появляется либо каждый понедельник вечером, либо каждый там, вторник днем, утром, ну, то есть в разное время, пока там создатели выбирают время оптимальное для просмотра, когда туры у нас иногда растягиваются на несколько дней. Так что, да, сразу, в общем, после тура смотрите
программу «Свой футбол». Не надо привязываться к телевидению. Все в Ютубе, все там есть. В том числе и иногда даже розыгрыши присутствуют. Мяч в центре. Перевод на противоположный фланг. Набирает скорость Скиден. Скиден пошла в штрафную, передача не получилась. Скиден нарабатывает до конца на подбор за... И мяч за Динамо Обгувка, однако потери довольно быстрые в этом эпизоде. Снова пространство Ташкова. У нас тут... угловой. Не хуже и не лучше других стандартов. Всегда достаточно опасный, но все-таки не такой, как пенальти. Ну и давайте смотреть. Барбаренко будет исполнять. И ждет нас подача штрафной Барбаренко. На ближнюю. Ой, тут прямо в голову Железниковой. Ну и возмущены болельщики. Ну и там так не успокаиваются пока. На трибунах по поводу этого углового понятно, да, не так много шансов еще предоставляется Могилевскому Днепру, поэтому даже чуть угловой это хорошая возможность. Мяч в середине. Пас направо. Удается Домин здесь пройти Капустину. Подача в штрафную. Йоле набивает. Ну и пока. Хорошее врывание в штрафную не удается. Стекович, мяч принять. Ну и пока. Ковальчук выносит. Мяч в середине. Да, снова претензии есть. Определенные. Тренерского штаба Днепра. Ну и две замены готовятся в составе команды Юрия Малеева. Бросание за боковой. Стекович бежит вперед. Пошла передача в линию нападения. Подбор остается за Динамо Обгувк. Ну, дальше разбирается. Близкий Днепра. Капустина под правую ногу. Удар. Спокойно. Но пока вот только такая угроза есть. Вот команда Юрия Малеева. Понятно, по какой причине все-таки будут замены в составе команды Малеева. Нужно добавлять впереди Синявская. Пока же ничего сделать
не получается. 0-0 у нас до сих пор, 65-я минута. Для матчей с участием Динамо БГУФК это, конечно, сильно. Головатенко забирает. Подбор за Домин. Вынос. Аут у Днепра. Ну, конечно, да. Долго мяч в ногах не держится. Скидан. Домин здесь поборолась. Аут в пользу Динамо. Передача направо. Передача в середину. Ну, тут надежда была на то, что кто-то сумеет эту зону заполнить и, собственно, забрать этот мяч. Ну, все-таки Манякова казалось более расторопным. Ну, тут прессинг. Железникову пытались опередить. Мяч улетает на удар от ворот. По всей видимости, сейчас мы как раз-таки замены и увидим. Капыша покидает поле. Ну и две замены в составе Динамо БГУФК. Яна Тихомирова и Рената Калиновская. Вот. Не увидела, кто же второй покинул. И Алена Черленок. Это Калиновская или Тихомирова, собственно, у нас на поле. Тихомирова сразу в борьбу вступает. Левым краем Капустина действует. Вновь аут. У нас заброс здесь опасно. Ничего себе! Это перекладина, и затем мяч уже на линию опускался. Моментище у Динамо БГУФК, и отмечаем, да, действие Эми. Ну и ошибку определенного плана все-таки от Влада Головатенко. Ему удается Нестюкович, казалось бы, здесь мяч забрать. Ну, подбор пытаются выиграть хозяйки. Домин. Не получился этот длинный разрезающий пас. Головатенко спокойно мяч забирает. Выносит сразу же вперед. Не заброс. Штрафную площадь. Лея Тихомирова в борьбу вступает. Хрощак. Назад. Синявская пробивает. Подбор за нее Лея. Та идет в штрафную. Все в порядке. Можно подниматься. И назад отдает. И бросание с боковой. Вот Днепра. Домин ставит корпус. Еще одна попытка.
сыграть в этом эпизоде. Скидан. Не получается принять передачу Дарьи Дашковой. Ковальчук налево. Капустину. Ну и пока же подбор за Железниковой. Нестюкович в штрафной площади оказывается. Подача. Ай, здесь от ворот. Будет. И у нас замены. Еще замены. Перед тем, как Ковальчук исполнит. Но это была хорошая попытка. Замена в составе Днепра? Или как? Или все-таки пока придержит? Да. Появляется на поле Маргарита Лазаренко. А уходит Дарья Дашкова. Ну и выносит Ковальчук. Передача назад. Пас налево. Ну и нарушение правил. Как раз таки на свеженькой Маргарите Лазаренко. Еще 20 минут этого искрометнейшего футбола, который действительно, я думаю, многих девчонок, многих вообще любителей этой игры влюбит в женскую лигу. Настоящий драйв и нервы в этой встрече. И такой футбольный счет 0-0. Ковальчук забирает спокойно. Заброс вперед. Нарушение правил. Там может не возмущаться Эми. Нужно только через центр вводить. Да, примерно на той точке, где правила были нарушены. Ну и в штрафную площадь попытка здесь ворваться от Синявской. Довольно неплохая попытка. Аут. В этом эпизоде. И тут заброс вперед. Должен последовать Манюкова в середину. Перехват от Скидан. Ну и дальше вынос Ковальчук. Ну и нарушение правил. В этом эпизоде желтая карточка. Первая в этой игре. Елизавета Пинчук. Она предъявлена. И заброс, точнее даже удар, поворотом, рикошет, молодец, Головатенко поймала, добежала до конца. И прямо в руки. Пас направо. Аут. Скидан будет за боковой водить.
Тихомирова. Тут Пилипенко не разобралась, но по итогу нарушение правил, да, здесь пострадала Имеджа. Ну и Бенкевич жестко сыграл против нее. Ну, у нас, да, тут, видимо, по всей видимости, нужна помощь от медицинской бригады. Здесь скорее просто болезненный удар. Ну и, да, в этом эпизоде только заморозка может помочь, чем, собственно, медицинская бригада Динамо БГУ ФК и пользуется. Заброс вперед. Ну и пытаются через длинную передачу все-таки футболистки Днепра выходить. Капустина. Бросание за боковой. Пошел заброс вперед. Ну, прям в руки Ковальчук. Борьба вверху остается. Она за Днепром. Домин назад отыгрывает. Можно попробовать по флангу начать эту атаку. Еще одна попытка. Манюкова. Скида. Хрощак на перехвате. Тихомирова в свободную зону. Вот она, пространство Динамо БГУ ФК. Пилипенко в штрафной площади. Обыгрывает Пилипенко. Подача на дальний момент. Головатенко забирает. Ну, опасно было. Один из немногих вообще действительно таких эпизодов неприятных. Что у тех, что у других ворот. Ну и у нас замена. Готовится вместо Тины Капункиной на поле Марина Пушкарь. Появится у Днепра. На заключительные 12 плюс компенсированное время. Мяч уже около штрафной площади. Пилипенко. Пилипенко бьет. Ударов стало побольше. Конечно, у Динамо БГУ ФК в последние минуты. Но этого пока не хватает для того, чтобы все-таки сравнять. Даже не сравнить. Выйти вперед, конечно же. Выйти вперед. Игрокам Динамо БГУ ФК. Ну, знаете, так отчаянно, когда проигрывают. Но для Динамо БГУ ФК ничья это равносильно, наверное, поражению будет. Восьмидесятая минута у нас. Друзья.
коллеги и уважаемые зрители. Минск, соперник вечный Динамо БГУ ФК, в этом сезоне как раз таки еще не играл с Днепром, но вот с Ситевском сыграл ничью и проиграл. Так что может чуть нагнать, если сумеет одержать победу, сократив отставание до 3 баллов. Если результат останется таковым. Ну, если так брать вообще статистику, то Днепр часто вообще, особенно на своем поле, такие сюрпризы устраивают. Да, в прошлом году было здесь 9-0, но было, например, и, собственно, упорное там 1-1, как я помню. Такое. Здесь нарушение правил. Пушкарь. 0-0, да, бывало такое. Ну, понятно, что баланс-то точно в пользу Динамо БГУ ФК. Ну, Днепр, видите, не отпускает сегодня своих соперниц. Очень нужно, думаю, тому же Минску, да, чтобы Днепр очки забрал. Заброс. Штрафную. Но успеха он не имел. 82-я минута. Волотенко. Не сводит вперед. И МДЖ. Вынос. Нарушение правил в атаке. Будет исполнять. Днепр. 83-я минута стартует в этой игре. Заброс вперед. Есть шанс зацепиться. Анапацукович на поле появляется. Не расслышал я, правда, вместо кого. Анна на поле вышла. Ну и до конца призывает подавливать Михаил Соболев. Манюкова. Заброс вперед на правый фланг. Здесь нарушение правил явно на Барбаренко. Пострадала футболистка Днепра. И пока. Заброс вперед. Аут в пользу Динамо Обговк. Еще одна попытка необходима. Борется Эми. Но мяч останется за чемпионками. Налево передача Капустина. Домин жестко ее встречает. Но это фол, да. Шанс со стандарта, да, закинуть. Ну, быстренько разыграли. Направо перевод. И аут в пользу
Могилевского Днепра. Но подбор-то остается за Анной Пуцукович. Вновь аут. Бросание с боковой линии. Ну, поставила корпус МДЖ. Скидка. Капустина. Правая нога у нее здесь задействована. Хорошая передача. Пилипенко не поняла. И Головатенко ждет, пока МДЖ прибежит. И мяч забирает в этот же момент. Прям пока готовы вообще не торопить события. Голкипер Днепра. Так, а правым краем. Нарушение правил. В том эпизоде, притом фиксируется оно на игроке Динамо Бугувк. И Пушкарь не права. Пошел вынос. МДЖ не успевает. Снова поборолись. Футболистки Днепра. Вынос. В этом эпизоде удачный довольно-таки Ковальчук. Налево передача. И хорошая комбинация. Назад было сыграно не очень удачно. Лагутенко. По левому краю. Аут в пользу Днепра. Барбаренко будет водить. Перехват от БГУ ФК. И пространство-то есть свободное на МДЖ. У нас слева. МДЖ снова до конца дорабатывает Яна Бенкевич. Ее вообще не пройти сегодня практически. Налево передача. Синявская. В пользу Днепра по итогу. Матч туром, который пока завершается нулевой ничьей. И первая потеря очков для Динамо БГУ ФК вполне себе реально. 3 минуты остается. Ну, а мы смотрим. Замена в составе Динамо БГУ ФК. И также готовятся еще изменения у Днепра. Яна Артишевская у нас на поле появляется. Вот как раз таки она сейчас с мячом пошла подача. Уже она заменила. Такое ощущение, что я услышу, что Лива Тихомирова, которая сама на замену вышла. Ну, снова же, когда нужны очки, могут быть и жесткие решения от тренерского штаба. Пилипенко не устроила что-то Малеева. Пилипенко, удар! Опасно! Вот это было опасно. Я думаю, нервы там тренерского штаба Днепра прям подлетели до небес. Еще одно изменение теперь уже в составе Днепра. У нас пока Яна Домин. Поле покидает Евгений Якусик. Выходит. Так же, как и Ксения Карпова. И Юлия Железникова также поле покидает. Яна Домин, Юлия Железникова, Ксения Карпова, Евгений Якусик. Первые те, кто поле покинул, вторые те, кто появился на газоне манежа в Могилеве. И это заключительная минута основного времени матча. Головатенко.
По всей видимости, правда ли Тихомирова заменила? Артишевская. Вообще ее на поле не вижу. Нарушение правил от чемпионок. Тоже первая потеря очков. Для команды Юрия Малеева, возможно, вполне себе. Бенкевич. Скидан. Артишевская в игру вступает. Четыре минуты, по всей видимости, да? Компенсировано. Редко такое видишь. Но вот игра располагает. МЭДЖ левым краем. Снова Бенкевич великолепно. Просто великолепно сегодня. Уже без сил сваливается. Яна. Столько пришлось ей отработать сегодня. Просто невозможно. И из-за этого... Ну и, по всей видимости, головой там еще ударилась. Тоже неприятно. Передача назад. Подбор за Днепром. Хороший шанс для Ксении Карповой. Бежит она, но ее останавливает довольно быстро. Ковальчук. Ковальчук выносит. Вперед. Подбор за Динамо Псковск. Налево. Капустина. Синявская в середине. Нарушение правил. На Ренате Клиновской. Пилипенко будет исполнять. И вся команда Динамо отправляется в чужую штрафную. Ждем. Подача пошла. Удар головой. Головатенко спокойно забирает голкипер Днепра мяч. Ну, если честно, несколько рабочих таких сейвов было. И моменты, где вполне себе могли решать игроки Динамо. Может быть, противостояние с другим вратарем. Но Головатенко довольно уже опытный кипер. Свои моменты вытащила. Не какие-то прям сумасшедшие сейвы, но довольно добротные. Но не сказать, что прям Динамо возила Днепр. Днепр навязывал борьбу. И вот сейчас потеря какая. Момент, можно убежать вперед. Еще один подбор. Улетает вперед. Пушкарь падает перед штрафной площадью. Артишевская выносит вперед. И МЭДЖ зацепилась. Вынос от Бенкевича. Понятно, возмущены-то болельщики. Минута остается у Динамо Псковск. Артишевская. Артишевская. Левая нога. Синявская идет в штрафную. Скидка на МЭДЖ. Головатенко забирает мяч и падает на газон. Тут уже все готовы упасть. Головатенко. Далеко, далеко. Есть земля, и есть уже половина туда же. Видимо, Влада Головатенко будет выносить. Получается, да. Но зацепиться не выходит у Евгении Якусик. Еще 20 с копейками секунд будет у Динамо БГУФК на заключительный выстрел в этой встрече. Хорошее смещение. Но удар не получается у Ренаты Клиновской. Головатенко прямо к границе штрафной очень грамотно. И время-то заканчивается. И все, Днепр, Динамо БГУФК играет 0-0. Спасибо, друзья, что смотрели эту встречу, это противостояние. Меня зовут Антон Шеверинов. Всем удачи и классного женского футбола впереди. У нас сенсация есть.